приветствовать всех вас на нашем праздничном мероприятии, посвященному деятелям лезгинской культуры. И открывает наше славное мероприятие выступление известного артиста Чеченской Республики, но по большей части нашего земляка, Ислама Музаева. Встречаем! Я искренне приветствую великий лезгинский народ, который присутствует сегодня от лица Мангистауской области в этом зале. Также я приветствую ассамблеи в этом зале и хочу сказать вам всем огромное спасибо. Прежде чем главных виновников нашего сегодняшнего праздника пригласить на эту сцену, я хочу познакомить наших дорогих гостей с их историей. Седагет Керимова, лезгинская поэтесса, писательница, драматург, публицист, композитор и общественный деятель, заслуженный работник культуры Азербайджана, пишет на 3 языках: лезгинском, азербайджанском и русском. С 13 лет ее стихи, рассказы и статьи начали периодически печататься в республиканских изданиях. В 10 классе она заняла 1-е место на республиканском конкурсе за самое лучшее сочинение на тему «Азербайджан – край родной» среди школьников Азербайджана. Поступив в 1969 году на факультет журналистики Азербайджанского государственного университета, Седагет Керимова стала внештатным корреспондентом одной из популярных в то время газет «Азербайджан Генджери» – «Молодежь Азербайджана». Когда в 1996 году писатель-журналист Седагет Керимова создала ансамбль, она назвала его «Сувар». Идея создания ансамбля была продиктована желанием наполнять сердца людей любовью к народной музыке и дарить праздничное настроение. Влюбленная в богатую историю, фольклор и музыку лезгинского народа, Седагет Керимова приступила к поискам талантливых музыкантов. Было очень трудно собрать в одном коллективе отдельных музыкантов, требовать от них профессионального синхронного исполнения, знания народных песен и танцев. В течение года десятки музыкантов проходили и уходили, сменяя друг друга. Наконец, после напряженных репетиций, весной 1997 года в Баку, в Театре юного зрителя, состоялся первый концерт коллектива «Сувар». Зал был пропитан атмосферой радости и веселья. Когда зазвучала лезгинка, зрительский зал взорвался аплодисментами. Концерт завершился коллективным танцем участников ансамбля, представителей лезгинской общественности и гостей вечера. И сейчас, дамы и господа, под ваши аплодисменты Седагет Керимова выходит на эту сцену! Друзья, мне кажется, этот человек заслуживает громких, еще более громких аплодисментов. Спасибо, прошу. Ну и перед тем, как предоставить ей слово, я должен вспомнить еще одного человека, который, к сожалению, по некоторым обстоятельствам не смог быть сегодня с нами. Сажидин Саид Гасанов, поэт, писатель, драматург, общественный деятель, учитель, выпускник Дагестанского государственного университета, заслуженный работник культуры Республики Дагестан, заслуженный наставник молодежи Республики Дагестан, отличник народного образования Республики Дагестан, член Союза писателей Российской Федерации, автор 10 книг, среди которых «Мой Сулейман Стальский», историческая повесть «Ашур Узден», пьеса «Тетушка Воробьиха», поставленная на сцене Лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского. В свои 85 лет этот человек остается в строю и продолжает творить. Но, к сожалению, почтенный возраст уже не позволяет так легко переносить длительные переезды. Поэтому сегодня мы его, к сожалению, не увидим. Но с помощью ваших аплодисментов, друзья, мы помним его и отдаем ему дань уважения. Ну а сейчас прошу вам слово. Hoş geldinizler, hürmetli dostlar. Добрый вечер, дорогие актаунцы. Добро пожаловать вас, дорогие друзья. Күн рахатуй, чак живан бор, чак хайыр бор. Hoş gördük sizi, aziz hamvatanlarımız. Хочу передать вам пламенный привет из солнечного Азербайджана, а также из Дагестана, от Саджидин. Я безгранично рада побывать
гостеприимной казахстанской земле, где дружба между народами считается одним из ценностей этой страны. Сегодня Ассамблея народа Казахстана известна во всем мире как институт народной дипломатии. Многие государства изучают и перенимают опыт Казахстана в сфере межэтнической политики. Отрадно, что в Актау проживают представители 50 этносов. Человек не может быть счастлив вне своей семьи, вне родных, вне своей родины. А как быть людям, которым по разным обстоятельствам жизни приходится жить за пределами своей исторической родины? Вот тут этнокультурные общественные организации играют роль семьи для соотечественников. Люди, работающие в таких организациях, это настоящие герои, ведь им за эту деятельность не платят деньги. Порой это неблагодарный труд, но они все это делают по зову сердца. Пример этому – деятельность лезгинского этнокультурного объединения «Самур», которым долгие годы бессменно руководит человек с щедрой душой, истинный кавказец Гаджи Назаралиевич. За прошедшие годы он смог сплотить вокруг себя не только лезгин из Дагестана и Азербайджана, но и всех кавказцев, а также смог возвести мост дружбы между народами Актау. Гаджисхан, спасибо вам за все, что делаете для сохранения родного языка, наших обычаев и традиций. Приятно, что все этнокультурные объединения, которые входят в ассамблею, тесно сотрудничают, созданные этническими азербайджанцами, свой положительный опыт в этом направлении. Мы их тоже должны поблагодарить за эту деятельность. И мы гордимся, что недавно в Актау, в Ассамблее народа Казахстана, прошел саммит прикаспийских государств, среди которых был и Азербайджан. Этот факт еще раз говорит о том, что для всех людей в Казахстане нет ценнее дружбы между народами. Дорогие друзья, спасибо вам за этот прекрасный вечер. Такие вечера помогают людям лучше понимать и ценить друг друга, быть духовно богатыми. И дünьяда маса хочу стежедай, мастас гуз стежедай, вичика тух стежедай, вичин тай авачир затава, ам жуан халтия, жуан чалия. С вашего разрешения я перейду на Россию. Я водопад, не знающий покоя, летящий с недоступной крутизны, никак не становящийся рекою, не тесен мир и берега тесны. Я ветер, что таится до поры, но стоит мне подняться в час ненастья, посторонитесь, будьте так добры, унять меня, увы, не в вашей власти. Во мне заточена стихия огня и ветра, града и дождя. Я плоть от плоти моего народа, устойчивая к стуже и непогоде. Не думай, что я баловень судьбы, счастливый и везучий мой читатель. Я горечь оборвавшейся тропы, который шел спокойствие искатель. Я в клетку заточенная синица, которой сине распахнутая снится. Чунгур, умолкший, смолкнувший струной, пленявший сталь мелодия родной. Воздушным замком зодчий и жилец, мое богатство — россыпи сердец. Я все еще распетая строка, которая переживет века. Завещано мне предками беречь родное слово и родную речь. Я только эхо краткое, лишь нота, в мелодии
лезгинского народа. Сыграй, гармонист, лезгинку давай, и ты, ногорист, за дело возьмись. Спляшем лезгинку, шире круг, танцуют даже деревья вокруг. Жених, невеста, честь вам и место, лучше раскиньте, друзья, сватья. Без лезгинки свадьба не свадьба. Громче, звонче, стук, перестук, шире, шире раздвинем круг. Близкий, далекий, вставай, не ленись, лезгинку еще раз сыграй, гармонист. Бейте в ладоши, люди хорошие, мира, согласия вам от души. Вставай, вселенная, знай клише. Seni ellerinden alacak ölüm. Bir gün tapınızdan girip içeri ayrılık nağması çalacak ölüm. Bilseydim ölümle cenge çıkardım. Bilseydim ölüme sine gererdim. Bilseydim göz dikip sana ayana, ölümü gözünden gülleri yerdim. Varlığın bayrammış bilmemişem ben. Yokluğun bildirdi bu hakikati. Analı kuzuydum, hınalı kuzu. Tapıp bitirmişem bu saadeti. Senin görüşüne gelmişem ana. Bu görüş ağırdır, ah elə ağır. Mənim ürəyimə qapqara kədər, sənin məzarına beyaz qar yağır. Яв, ястха, лезгинкадан илига, и макамдин аламат диз килига, daldan deni zürnedin vanadayla, adam avaz zidamar rahatayla, çil zurzada, zikoçemiz zörpeda, şarjıdızun, zibileriz körpeda. Ya, yastha, lizgin kadar iliga, viyalandı kükürüzün aluga, elpürüzün, gelpürüzün galuda, viri der zirkelay aluda. Лезгистха, лезгинка да лига, чухи каз ават над клига, ведь вужьет авитела мач парадан, кахал кстар бурчук канаджарадан, яг лезгинка, щеха, сога, харая, вечесехил чизмачир бур парая, яг лезгинка чирикерар зурзура, чирикерин живер мургар юзура. Хоралик ва хонавай бур джагура, япакиш хонавай бур юзура. Хутбада хай великан вализгияр, лучистый хан усхан хан вализгияр, сатора вализгиделай самахан, и dünyada avaç ihtin çehigan. Rufu tamdal biker alaçı, gilera guş camda takat avaçı. Hele ki çaz bu bayring olamaz mı? Hele ki çal dedin çal bulmaz mı? Dizgi vereyim masalişat amata. Çem hayrik yaran bunar kumatlar. Dahay da çal çıkıp koner galukta. Çum çiçile çidama çizamukta. Yahcan stha, lizgin kadal iliga, akaya vil nakut badas kiliga. Кесазурба паравачи дамуда, ксановачу, шаухорай авуда, чиркия час, чувужята, химията, элпирачу, лестикия, жедата. Спасибо всем вам. За все низкий поклон. Большое спасибо. Уважаемые
прошу вас не покидать нашу сцену. Я приглашаю сюда еще одного прекрасного деятеля, ученицу нашей уважаемой Седокет Керимовой. Это уважаемая Джамиля Залова. Под ваши аплодисменты. Как же выходит к нам? Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, Казахстан! Я вас очень люблю. Спасибо вам за все. И для награждения я приглашаю уважаемого Селимова Гаджи Назаралиевича, председателя Лезгинского этнокультурного объединения, а также представителей Акимата из Мурзилова Гульжан Максутов. Ну, пожалуйста, выходите. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Я очень рад видеть вас в этом прекрасном зале. Ну, как вы видите, наше мероприятие в самом разгаре. Вот это мероприятие, которое мы посвящаем нашим деятелям нашей культуры, оно не только посвящается нашим деятелям, но и нам всем. Потому как мы знаем, все мероприятия, проводимые в городе, в области, мы всегда проводим вместе. И нам от этого и приятно, и побольше позитива после всяких мероприятий мы как бы получаем дополнительный заряд. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо нашим гостям. Нашей Седокет Ханум, которая только читала свои стихи прекрасные, я думаю, всем понравилось. И нашу солистку Джамиля Ханум. Я всех вас поздравляю с этим прекрасным праздником и желаю хорошего настроения. Құрметті маңғыстаулықтар, құрметті қонақтар, киелі Маңғыстау жеріне қош келдіңіз. Уважаемые друзья, уважаемые наши гости, еще раз добро пожаловать на нашу святую землю. Мы рады очень вас здесь видеть. Я думаю, что такие мероприятия, как творческие вечера, посвященные деятелям культуры, в данном случае это вам, они действительно облагораживают людей, приобщают, дают нам приоткрыть завесу, прикоснуться к культуре другого народа, в данном случае к лезгинской культуре и даже к азербайджанской культуре. Не только, скажем так, владеете тремя языками, да, русским, лезгинским, азербайджанским, но вы еще и создаете такие замечательные произведения на этих языках. Давайте еще раз поаплодируем. Мы рады приветствовать вас, Джамиля Фахриддин-кызы. Хотела бы тоже поприветствовать и вас. И, к небольшому сожалению, к нам не приехал Сажиддин Саид Джамалович, но я хотела бы, перефразируя строки из его стихов: «Любую веру почитай, ты будешь здесь всегда в почете. К нам приезжай, здесь встретишь ты, и в этом не боюсь собратья, людей душевной чистоты». Вот как раз-таки перефразируя его строки, хочу сказать, что здесь вас встречают люди душевной чистоты. Хотелось бы пожелать вам, надеюсь, что это наша первая, но не последняя встреча, да? И если вы позволите, Седокет Кайымбековна, уже перефразируя ваши строки, желаю вам с дороги верной не сойти, не заблудиться вам в морях, пока вы вместе с языком родного края. И вы очень красиво сказали, я лишь нота в мелодии лезгинского народа, но мне хотелось бы добавить, но какая нота. Поэтому еще раз спасибо. За вклад в укрепление межэтнического согласия награждается Седокет Кайымбек, руководство города Актау. Такая же благодарность
вам, уважаемая Залова Джамиля Фахриддинқызы, тоже от имени городского руководства. Примите, пожалуйста. У нас в этом году в Казахстане отмечают два замечательных юбилейных события. Наверное, вы тоже знаете. Это 20-летие нашей столицы, города Астаны. Поэтому вот такая замечательная книга вышла о нашей замечательной столице. Мы в этом году отмечаем 55-летие нашего города Актау, поэтому разрешите тоже мы вручим вам книги о нашем славном городе. Так как это мероприятие проходит в рамках 20-летия города Астаны и 55-летия города Актау, мы тоже от своего этнокультурного объединения приготовили подарки и благодарственные письма. Благодарственное письмо глубоко уважаемой Садаке Керимовой. А также благодарственное письмо Джамиле Заловой. Это прекрасная книга о народном согласии. Мы вчера подробно рассказывали Садаке Керимовой о наших национальных культурных центрах, то есть этнокультурных объединениях, которые входят вот в эту книгу. О народном согласии написано в этой книге. Садакат Ханум, прошу, книга вам. То есть все 20 этнокультурных объединений, которые у нас существуют в нашей области. Ну что ж, друзья, давайте же аплодисменты проводим практически всех присутствующих на сцене. Но вас, уважаемая Джамиля Залова, я попрошу остаться. Итак, дамы и господа, ну а теперь я приглашаю всех вас ознакомиться с талантом нашей прекрасной Джамили. Давайте еще более бурные аплодисменты ей! Музыка и слова Садаке Керимовой. Талант.
Ансамбль кавказского танца «Шаттл». Еще более громкие аплодисменты. Солистка ансамбля «Самор», член лезгинского этнокультурного объединения «Миристан» приглашается на сцену. Встречаем. Джамиля Залова. Встречаем аплодисментами, друзья! Ну и сейчас, чтобы отдать дань уважения казахскому народу и жителям города Актау, в частности, она исполнит
первую песню на казахском языке, которая называется «Маған ұқсайды». Вадима Елгода. Но сейчас, дамы и господа, я представляю вашему вниманию компанию людей, движения которых всегда отточены, отлажены, как один четко работающий механизм. Праздничная лезгинка в исполнении ансамбля кавказского танца «Шагва». Ансамбль танца «Шагвал» представляет
Ну а сейчас, дамы и господа, еще один талантливый член лезгинского этнокультурного объединения. И песня лезгинская в исполнении Людмилы Цивиевой. Аплодисменты! Спасибо за поддержку. Ну а теперь, дорогие друзья, одна из самых юных участниц лезгинского этнокультурного объединения, 7-летняя Диана. Давайте встретим ее аплодисментами. Прочитаем стихотворение Седагет Керимовой под названием «Зов». Я исполняю стих Седагет Керимовой. Стих называется
называется «Зов». Мои родные вы лезгины, кто в горах и кто в низине, что дочери и что сыны, итоги этой стороны. Откуда ж это отчуждение меж той и этой стороной, когда так тянется к сближению народами весь мир земной? Ну а сейчас настало время пригласить на эту сцену наших уважаемых гостей и коллег. Сейчас я приглашаю сюда председателей этнокультурных объединений нашего города. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо вам огромное, организаторы этого прекрасного вечера, потому что новые познания, новая культура – это всегда обогащает, это всегда радость, это всегда на удачу. Особая благодарность, конечно, гостям, которые преподнесли здесь великолепную культуру лезгин. Спасибо. Спасибо. Я считаю, что сегодняшний вечер – это большая заслуга, конечно, председателя этого центра, потому что мне известно, как это стоит подготовить такой вечер, пригласить, принять людей, встретить. Спасибо огромное вам за это. И всем этим артистам особое спасибо,
что они посетили наш город и дали нам прекрасные мироощущения от такой искусства, культуры, которую они сегодня нам преподнесли. Огромное спасибо наших гостей. Сегодня моя земляша, которую ее стихи, ее песни size öyle bir minnettarlığım var. Ben sizden fakrediyorum. Fakrediyorum ki bilensi bir kadın, Azerbaycan kadını 3 dilde şiir yazıyor. Огромное спасибо вам. Я Огромное спасибо нашим гостям, которые создали нам сегодня вот такой уют, тепло, столько приятного, которое мы сейчас вот получили. Весь зал был доволен, все танцевали, все аплодировали. И это заслуга председателя Лезгинского культурного центра Гаджи Назаровича. И мы сегодня приветствуем вашу поэтессу. Замечательно, давайте ее похлопаем. Молодец. Спасибо вам за стихи огромное. Спасибо огромное, прекрасные стихи. Именно у нас на прекрасной земле Мангистау, в городе Актау, прошел такой праздник. И каждый из нас, каждой своей семье, каждый где работает, мы сегодня скажем: прекрасный концерт был и прекрасные люди сегодня собрались. С праздником вас! Я тоже хочу поблагодарить вас, Гаджи Назарович, за приглашение. Мы столько получили эмоций, приятных минут, и быть здесь на концерте, и, конечно, слушать ваших гостей. Они мало того, что они красивые женщины, а какие голоса. Вы даже говорили на лезгинском языке стихотворение, но оно так проникало в душу, как будто мы слышали на белорусском, на русском языке. И, как вы сказали, мы это поймем, мы это все понимали. Это были слова, дошедшие до сердца. А когда пела Джамиля, прекрасная и красивая наша певица, ваша певица, ведь нигде такого нету, чтобы дети выскакивали на сцену и танцевали. Это большая редкость. А к ней выходили дети. Я хочу еще раз сказать, что это прекрасно. Я хочу поблагодарить моих помощников, людям, которые мне помогли вот это все сделать, вот эти дни. Больше недели мы занимались, с утра до вечера, можно сказать. И огромное спасибо хочу сказать нашим спонсорам. Наша Зарипа Ханом, которая всегда помогает. Азизу, Играму, Идрису. Вот эти люди, которые спонсировали, помогли нам проводить такой прекрасный вечер. И надеюсь, всем понравится этот вечер. И, наверное, далеко не первый, не последний раз приезжает к нам наша прекрасная Джамиля Залова. Я думаю, что всем понравится этот вечер. Она обещает к нам еще раз приехать. В следующем году, в начале года. Ну и огромное спасибо, с вашего позволения. Огромное спасибо хочу сказать нашей главной героине сегодняшнего вечера, Садате Ханом. Огромное вам спасибо. Я думаю, так, что мы вас еще раз увидим на наших вечерах. Огромное вам спасибо. Ну и наш Саджидин Саид Гасанов, Саид Джамалович, который вот у нас на баннере, ведущий, как я объявлял, действительно он приболел. Человеку 85 лет уже, я думаю, понимаете, действительно приболел, не смог приехать. Но мы от всего зала, от всех нас передадим ему тоже большой привет. Огромное всем спасибо еще раз и вам всем. Всему залу огромное спасибо за поддержку. Да.